Как Петр I помог нуждающимся, куда идти бездомным и где проходил литературный фестиваль. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 8 июня отмечается День социального работника. День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Первый российский император устанавливал, что по регламенту на 10 слабых людей должен приходиться один здоровый человек. Он просто обязан помогать больным и немощным, оказывая им всяческую моральную и физическую поддержку. В России помощь нуждающимся традиционно осуществляет православная церковь и благотворительные общественные организации, незаметно и без помпы, изо дня в день, не оглядываясь на календарные праздники. Так, на территории прихода Крестовоздвиженского храма с 2001 года работает Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского. В этом центре бездомным предоставляется возможность круглосуточного проживания на неограниченный срок. Столь тяжелую ношу социального служения взял на себя настоятель Крестовоздвиженского храма отец Роман. Документы есть у вас? Документы все у жены. У жены, понятно. Жена, но пока такая у нас процедура. Вы идете туда, вы моетесь, надо помыться полнодушевой. Обязательно. Брат поможет вам помыться. Потом переодеваетесь в новую одежду. Это все выбрасываем. Новую одежду подбери сначала ему. Кто-то сейчас подобрать одежду, а потом только мыться. Ну, там люди, кто привозит к нам сюда, кто с больницы звонит, врачи, некуда девать после больницы, когда бездомные туда попадают. Звонят, чтобы или сами скорую помощь привозят. Кто-то понаслышке сюда приходит, как цыганская почта, они знают. И приходят, конечно, в основном, неблагонадежные люди, которые потеряли все. В основном, может быть, 10%. Вот сейчас, если у нас 45-46 человек находятся в приюте, то из них, если 10% имеют при себе какой-нибудь документ, или паспорт, или военный билет, или копия каких-то документов, а остальные в основном приходят вообще без ничего, утеряли все. А кто с больницы приходит, у них тоже вообще ничего нет. Просто случайные прохожие, или кто-то позвонил, скорую помощь взяли, у кого-то уже ампутировали пальцы рук, ног, вот такие вот есть, после драк с ушибами. И у некоторых, как говорится, потеря памяти, их вот привозят куда? К нам. Где вы родились? В Новой Каховке, Херсонской области, на юге Украины. Родители давно уже умерли. Жена первая, сын первый. Вторая жена в Крыму со вторым сыном. А я здесь попал в рабство. Вот первая задача – отмыть, помыть, одеть, и чистым покормить. А затем уже мы выписываем им на следующий день, составляем анкеты и анализ крови, анализ мочи, флюорография. Самое первое, что мы должны узнать, потому что они же у нас все вместе. Если пришел один какой-то с инфекцией, больной, то это надо отделить их, чтобы, не дай бог, у кого-то есть СПИД, у кого-то ВИЧ, у кого-то, туберкулез. Но трудности в том, что нет документов, нет медицинских полисов, нет СНИЛСов, нет ИНН. И начинаем изначально работать с ними по восстановлению. Паспорт. Это хорошо, если есть у него были российские паспорта, что, где-то в базе данных есть. Вот уже когда все восстановим документы, уже восстанавливаем им пенсию. Восстанавливаем все ИНН, все восстанавливаем, СНИЛСы, все это восстанавливается. И когда все оформляем, если нормальный человек более-менее, мы его уже начинаем подготовить его в интернат. Жилые помещения приюта располагаются в 3 приходских помещениях. Это полноценное общежитие с телевизором, вентиляцией и даже бактерицидными лампами. Питаются жильцы в трапезной, а в комнате есть все условия для чаепития.
У нас вот здесь вот нижняя часть это правая и левая. Вот в левой она у нас как карантинная. Карантины там очень самые плохие, тяжелые, которые под себя ходят и все. А в правой более-менее там тоже инвалиды. Ну, везде кровати в 2 яруса. Кто может более-менее ходить, вставать они на верхнюю это, полочке, там кровать. А кто уже тяжелый, они на нижнем по кровати. Есть у нас там наверху это кирпичное здание, очень старинное. Там люди находятся, ребята те, которые могут без документов, но они могут работать. Убирать снег, чистить, подметать, ремонтировать. Своими силами ремонтируем. Вот, свои здания, туалетные комнаты, душевые, менять сантехнику, лестничные клетки. Меня зовут Дмитрий. Я с города Северодвинск, Архангельской области. Сюда в Уфу приехал через Крым. Когда Крым пересекал, у меня был рейс на поезд Анапа-Уфа. Взял билеты и поехал. Так путешествую по всей России. А в Уфу поехал, потому что ни разу не был. Думаю, так загляну, хоть в Уфу, хоть заеду. На лето хоть. Попутешествую. У людей спрашивал работу, все такое. Вот. Ну, посоветовали сюда. Я город более-менее знаю. Так вот, решил зайти сюда вот, поработать. И остался здесь пока временно. Некоторые из насельников приюта устраиваются на работу в артель «Уфимский иконостас», которая базируется на приходской территории Крестово-Воздвиженского храма. За прошлый год Центром помощи бездомным была оказана помощь 84 нуждающимся. Меня зовут Вадим Ахменов. В 95 году воспитывался, вышел, отучился в детском доме. Приехал брат в Уфу, брат меня выгнал, деньги забрал, остался на улице. Скитался года 3 по улицам. Потом посадили на 11 лет, освободился, опять на улице остался. Через интернет узнал про приют православный и пришел. С августа месяца живу в приюте. Приют помогает, и я помогаю приюту. Ну, работаю здесь по строительству. Люди, конечно, здесь разные, да. И больше, пожалуй, даже 50% людей, так сказать, бывалых, которые пришли из мест лишения свободы. С ними, как ни странно, немножко полегче. А почему? Потому что они привыкли к дисциплине. Вот, и как-то более они спокойно идут на контакт. Вот, помогают достаточно. Они, вот вы знаете, они же здесь, вы видели, что очень много у нас здесь и лежачих, и колясочников. И они, надо сказать, друг другу помогают. Если бы они не помогали друг другу, было бы нам совсем, наверное, тяжело. Но, по счастью, люди в большинстве своем, они неплохие. Приют предоставляет возможность проживания всем людям вне зависимости от вероисповедания. Наверное, 98% из них – это люди, страдающие алкоголизмом. Это такой бич, я даже бы сказала, непобедимый. Изжить его практически невозможно, но с Божьей помощью можно все. Мы знаем, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. С Божьей помощью можно, безусловно, многое сделать. Я коммунист 80-х, но в Господа верю. Не было бы Господа, и нас бы не было. Я каждое утро выкатываю, читаю «Отче наш». И перед сном тоже выкатываю, читаю «Отче наш». Это когда я учился в техникуме в городе. У нас общежитий не было. Иногородним по квартирам надо было жить. Я жил у бабки Семеновны, и вот она постоянно читала «Отче наш». Я говорю: Семеновна, научи меня. И вот запомнил эту единственную молитву. И она меня спасает. Каждый из них по-своему
удивительный человек. Такая каждая удивительная личность. Хочу сказать, что, знаете, мне их жалко. По-человечески. Потому что, как старцы говорят, нужно смотреть не на человека, а на грех, который он совершает. И грех ненавидеть не человека, а грех, который в нем сидит. У нас, в каждом из нас много всего сидит. Вот. Ну и надо с этим как-то бороться. У врат обители святой стоял просящий подаяния, бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку. Но кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, слезами с горькими, с тоскою. Так чувства лучшие мои навек отвергнуты тобою. Приют – это не просто крыша над головой и горячая пища каждый день. Приют – это духовная поддержка и внимание к человеку, от которого отвернулось общество. Работу ведем еще и духовного характера, то есть лекции проводим с ними, что-то рассказываем, объясняем. Вот утренние, вечерние молитвы. Катехизация у нас, конечно, идет, но не скажу, что так активно, но тем не менее она проводится. А есть люди, которые приходят некрещенные, и потом в результате, ну, наверное, внутреннего, душевного какого-то переворота, может быть, приходят к Богу, крестятся. Таких у нас несколько человек. Надо отметить, что ни одно государственное учреждение, по крайней мере в Республике Башкортостан, не предоставляет социальные услуги бездомным в таком объеме на условиях бесплатности и бессрочно. В 2017 году, в 2018 году были гранты. Мы отремонтировали и эту часть, и наверху отремонтировали здание. Все новое буквально, это благодаря, как говорится, грантам, которые в прошлом году, на этот год мы не выиграли грант, как говорится, вот хотели левую часть отремонтировать, именно чтобы было у нас карантинное, чтобы люди могли месяц там жить, пока мы выясним все, что с ними происходит. Отмыть, почистить, вот всякие они приходят и с микробами всевозможные, они же везде живут и ночуют. Нужны деньги, очень потребность в деньгах, 1500 у нас госпошлина за паспорт, а еще штраф от 300 до почти до 3000. Вот просто нет у нас таких вот, нету денег, мы живем на пожертвовании. Вот это вот проблема и самая финансовая, потому что если хотя бы помогают нам продуктами, там все вот этим, а вот финансовые, конечно, труднее всего. Несмотря на то, что приют едва сводят концы с концами, здесь никогда никому не отказывают и не ограничивают по срокам проживания, как это делают в государственных приютах. Это пример истинно христианского милосердия и бескорыстной заботы о ближних. Мне интересно то, что они приходят, как Господь сказал, не вы меня выбрали, а я вас избрал. То есть они ведь пришли все-таки сюда, в православный центр помощи. Они пришли за помощью. Что мы можем? Ну, что можем, делаем. Трудно, потому что вот батюшка у нас ездил в Москву, и он сказал, что там такой же православный центр, там на 50 человек 15 соцработников, а нас трое, 3 человека на 50 человек. Во всей Уфе, по всей Башкирии, я хочу сказать, это единственный центр, единственный православный центр, в котором мы принимаем их без ограничения. Не смотря ни на их статус социальный, несмотря на их состояние болезненное какое-либо там, мы принимаем всех.
и лежачие, и у нас, знаете, и инсультники, вот кого только нет. Лежачих очень много. Я бы назвала у нас даже не столько приют, сколько хоспис. У нас реально здесь хоспис. Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского надеется получить поддержку от государства, чтобы и далее оказывать социальную помощь нуждающимся. Помощи, конечно, очень хотелось бы, чтобы нам помощь какая-то немножко побольше шла. Но поскольку церковь отделена от государства у нас давным-давно, то помощи от светских каких-то организаций мы не имеем. Мы здесь живем на пожертвования людей. Слава Богу, что они еще есть в России, не перевелись, добрые люди, помогают как могут. Но для такого центра, он у нас на 50 койко-мест, для такого центра это, конечно, крохи. Слава Богу, что они кушают у нас 3 раза в день. Мы имеем возможность, да, их возить по врачам, потому что они практически все больные, у всех какие-то заболевания. Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть раздетого, принять странников, посетить больных, прийти к заключенным. Список не может быть полным, а перечень добрых дел, которые берут на себя социальные работники центра, окончательным. Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения. Недавно работники Калининского отделения Всероссийского общества инвалидов организовали для детей экскурсию в ретро-гараж автомобилей и мотоциклов разных стран и времен. В музее было представлено более 100 уникальных автомобилей со всего мира, в том числе и экземпляры, единственные в России. Практически все машины, представленные в музее, на ходу. ГАЗ М1, в простонародье называлась МК, 4-цилиндровый двигатель, 50 лошадиных сил, рессорная подвеска, двигатель водяного охлаждения. Вместе с ребятами мы посетили парк, который очень нам понравился. То есть машина начиная от 50 годов и заканчивая, наверное, 68 года, которые отреставрировали, выставили очень красиво. Экскурсовод нам объяснил, какие машины на чем работают. Детям очень понравилось. То есть для социализации наших детей, я считаю, что это очень полезная информация будет. В нашем обществе состоят более 100 детей на сегодняшний день. Социализируемся в таком плане: посещение экскурсий, мероприятий, цирков, выставок, различных театров, кино, мультсериалов. То есть очень разнообразный круг. 8-цилиндровый двигатель. Дети с большим интересом рассматривали ретро-автомобили и мотоциклы и задавали много вопросов. Ребята провели время с пользой. Они заглянули в историю и узнали, как раньше выглядели машины, как они передвигались, а также услышали много интересного об уникальных экспонатах. Спасибо! Пожалуйста, приходите еще. Понравилось? Да. Очень понравилось. Техника вся заново обновлена, очень красивая, вся чистая, без пылинок. Мне так очень музей понравился. Экскурсии нас приглашают часто. Мне очень интересно узнавать все новое. Для социальных работников участие в жизни этих детей не праздные слова, а настоящая реальная жизнь. Ведь так важно для таких детишек внимание и забота окружающих. Я классный руководитель и психолог 87-й школы Калининского района. Детки у меня учатся по доступной среде, то есть особенные детки. И сотрудничаем мы с обществом инвалидов Калининского района, скажем так, постоянно. Потому что дети мои и принимают участие в посещении всех мероприятий и выступлениях. И нам это очень нравится. Вы знаете, наши дети особенные, они имеют все свои диагнозы, и дети с инвалидностью.
Нам самое главное необходимо – это больше социализироваться и уметь коммуницировать с другими людьми. И, естественно, развитие. Мы пришли на эту экскурсию не только дети, но еще и родители, которые непосредственно наши помощники везде. Я считаю, что и родители, и дети, что это необходимо, потому что когда познаешь новое, развиваешься, социализируешься, ведь они сегодня в 7 класс заканчивают, а через 2 года им нужно определяться в свой дальнейший маршрут жизненной пути. И сегодня еще с нами был 4 А-класс. Мы их взяли, тоже детки особенные, учатся по этой же программе. Поэтому я считаю, что большое спасибо всем устроителям этого мероприятия, и мы будем являться активными участниками в таких мероприятиях. Важно понимать, что социальная работа трудна. Она требует огромного терпения, выдержки и профессионализма, так как направленность ее – люди. Люди со своим характером, настроением, состоянием здоровья и проблемами, которые нужно помочь им решить. Призвание соцработника состоит в том, чтобы облегчить существование таких граждан, решить их проблемы, улучшить их психологическое состояние и самочувствие. А это, согласитесь, под силу далеко не каждому. Мы вам покажем. Кому ничего не задали? В среду приходим. В конце мая во Дворце угольщиков состоялся 5-й епархиальный литературно-музыкальный фестиваль «Многое лето русской земле», в котором приняли участие воспитанники и преподаватели воскресных школ, а также гости фестиваля, творческие коллективы городов Кумертау, Мелеуз, Салават и Шимбай. Перед началом фестиваля в фойе дворца были организованы 6 тематических площадок. На площадке «Память русской души» прошла дискуссия молодежи на тему «Кто и что делает Родину любимой?». Участники дискуссии задумались о роли и судьбе России и почему очень важно сохранить русский язык в чистом виде. Для участников была организована выставка православной литературы «Моя православная книга». Работы участников таких проектов, как «Школа бисероплетения икон и картин» и студия духовно-эстетического развития «Добрый город» стали украшением столь значимого и интересного мероприятия. Ребятам также была представлена выставка современного декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Русский я» воспитанников воскресных школ Салаватской епархии, где желающие смогли поучаствовать в мастер-классах. Данный проект направлен на содействие сохранению и развитию русского языка в России на основе масштабного и разностороннего партнерства между церковью, общественностью, предпринимателями и государственными структурами. На фестивале епископ Николай вручил ребятам свидетельство об окончании воскресной школы. Также участники фестиваля были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Фестиваль прошел при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2019». Данный фестиваль признан победителем конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски», организованного Комитетом по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив Русской Православной Церкви.